Я проработала 27 рабочих дней и получила 70 рублей. Плакала, рыдала. Я на похоронах у мамы так не плакала, как вот это получила, что думаю, как я детям скажу, вот, какие подарки, какой Новый год, какое что. Кусочек мяса, там рулет, грибы сушу, 2 яйца у меня, немножко масла. В кошельке у меня 2 рубля на сегодняшний день. И на карточке рубль. Все. Ну да, многодетная мама, и мне этих денег даже не хватало иногда, вот особенно летом. Хочется детям все. Взяла эту подработку соцработника, предложили, я, конечно, за. Время позволяет мне бабушкам ездить. Вот взяла еще бабушек. Это уже получается не подработка, а мой основной заработок, если учесть вот эту вот зарплату. А уволиться я не могу. Я бы взяла, конечно, на ставку 7 человек, я бы смотрела. Потому что мне заберут дом. Придет цитра, ткнем пальцем, скажет, я хочу этот дом, меня выгонять с детьми. Служебное помещение. Я вот за этих 70 рублей должна работать в колхозе. Я работаю уборщицей. Я убираю коридоры мою, стекла мою, окна мою, кабинеты мою. На раздое убирала территорию, упалывала цветы, вырывала, свозила, все. Вот это, короче, вывезла ферму. И вот что я получила за это. Вот эти вот двери, полы, вот это вот все мне. Здесь тоже мыть, туалет. Конечно, страшновато здесь, но, однако, все равно мыть надо. Загадит, света нету. Доярки вот это вот все моют сами. Ну, там что-то какие-то копейки насчитывают, копейки вообще. Не знаю, копейки. Ну, коровы пойдут, все потом залякнут, я вымою, вычищу, чтобы было видно. Так. Дойка в 5 часов, 4 часа мы доем, 9 заканчиваем, 30 минут нам идет на мойку. На мойку мы убираем. Вечером то же самое, 5 до 9 вечера и плюс 30 минут. Мойка. Ставит нам все равно 4 часа, так вы посчитайте. Здесь 4:30 и там 4:30 уже выходит. Так же? Ну вот за октябрь месяц нам поставили 124 часа отработала. Я 31 день за октябрь. Это в день сколько получается? 4 часа. 4 часа. Откуда они взяли? Но они говорили, что наша контора начислила все как положено. Конечно, корова каким-нибудь. А за выходные нам заплатили 8 рублей 99 копеек, по 2 рубля день. Так уже куда уже бояться, куда уже дальше? Я понимаю, сегодня базовая добавляется, там, да, минималка добавляется, а у нас вниз идет все. То, что обидно, вот я говорю, Наташа пришла, у нас техничек таких не было. Вот. Да. Вот каждый год, что мы работаем, кто? В этом году она пришла, и она там еще на свете и по окнах лазила, и такого, вот я работаю 6-й год, такой технички не было. Да. Кто они не будут, так кто-нибудь, да. Уже минималку получали. А только она стала, вышла вот с декретной и все. Ну, и делать еще не деться, если негде у нас деться. Автобусы не идут, в Оброзик далеко, Угулск не добраться. Было где-то что-то устроиться, кинул бы, да пошел, а бы сами доели. Знаю, конечно, и мы разберемся, да. Если там все хорошо, значит все хорошо. Если там что-то не так, конечно, мы там поправим. 70 рублей – это зарплата у уборщицы. И то еще там надо разобраться, потому что по ведомости ее начислено 240, подай мне памяти, 246 рублей. В курсе мы такие вопросы вы поймите. Потому что район это слабенький такой-то. Ну, понятное дело, что, работать тут надо с людьми побольше, объяснять, разъяснять, чтобы все зависит, все в наших руках. Понимаете, если ничего не делать, никто вам деньги просто так не даст. Государство тоже не вернешь, оно не даст. Оно помогает. Все там техникой помогает, всем помогает. Но людям тоже немножко надо повернуться лицом к тому, что им дадут. Они немножко как бы не ценят даже то, что вот как бы что есть. Мы все живем, мы же не бюджетники какие-нибудь, нет, мы живем от производства, от того, что мы произвели, что продали, и от этого живем.
Да и тут порочная практика, доплата до минимальной заработной платы. Ну, работать надо лучше. Вот и все тогда будет.